Сегодня историческое пленарное заседание. Я бы добавил еще судьбоносное. В повестке закон России о поправках в Конституцию Российской Федерации. Мое выступление вызвано тем, что были подготовлены предложения в проект нашего постановления. Это были мои предложения, но после обсуждения с коллегами по парламенту, старшими коллегами по профессии, обсуждения на расширенном заседании Постоянного комитета по государственному строительству и законодательству, вносить их не буду. Хочу объяснить. Государственное собрание Элтумен Республики Саха-Якутия – это высший представительный орган. Стенограмму и протокол будут не раз изучать историки, журналисты, юристы и политики. Будут изучать и интерпретировать. Вы знаете, я являюсь доктором юридических наук и именно по конституционному праву. Следовательно, должен высказаться по этому вопросу. С другой стороны, это морально-этическая обязанность профессора юридического факультета Северо-Восточного федерального университета, обучающего молодых людей правовым ценностям. Им, в свою очередь, предстоит свято верить в эти принципы, в эти ценности. Причем реально, ежедневно защищать права человека, отстаивать законность и правопорядок, защищать их иногда ценой своей жизни. 22 января Совет Госсобрания Элтумен рассмотрел послание президента Российской Федерации и проект закона о поправке в Федеральную Конституцию. Совет поддержал концепцию главы государства. Мы приветствовали социальные инициативы в Конституцию страны, поддержали обновление системы сдержек и противовесов, необходимость повышения ответственности федеральных чиновников, внесение четких критериев гражданственности поведения лиц, претендующих на управление государством. Президент России дополнительно предложил поправки, которые имеют большое значение для сохранения социально ориентированной модели общества и семьи, отношения к детям, труду и старшему поколению. Со своей стороны я искренне их приветствую. Вместе с тем есть то, что меня тревожит. Только что народный депутат Парахин Гаврил Павлович говорил о том, что мы можем сказать председателю парламента, чтобы он обратился с запросом и так далее. Это, безусловно, оно продиктовано тем, что я проводил консультации и говорил об этом, о своих тревогах, сомнениях. И хочу с вами поделиться. 23 января Государственная Дума приняла проект закона в первом чтении, направила субъектам законодательной инициативы, установила срок внесения поправок. Вместе с тем не включила в данный перечень законодательные представительные органы субъектов Российской Федерации. Таким образом, Элтумен был исключен из официальной процедуры рассмотрения инициатив. Но народные депутаты Республики Саха-Якутия внесли свои поправки через рабочую группу и депутатов Государственной Думы. Так, статья 69 Конституции Российской Федерации дополнена положениями по смыслу и содержанию, охватывающих важную часть поправки народных депутатов Якутии. Вчера Государственная Дума приняла закон о поправке в Конституцию Российской Федерации. Совет Федерации одобрил его. Народ Якутии всегда политически активен. На разных площадках, в том числе в созданных социальных сетях, бурно обсуждаются поправки в Конституцию Российской Федерации. На расширенном заседании Постоянного комитета они продолжились. Подняты вопросы государственного языка как языка государствообразующего народа, обновление механизма разделения властей, воздействие государства на местное самоуправление, назначение прокуроров субъектов федерации. Данные проблемы были включены в заключение Комитета по государственному строительству и законодательству. Разделяя многое из высказанного на расширенном заседании комитета, в том числе принял личное участие в обсуждении. Я прошу продлить мне выступление, коллеги. Считаю, что это важно. Я принимал личное участие в обсуждении, поэтому не буду повторяться на тех моментах, о которых уже говорил на комитете. Остановлюсь только на двух позициях, которые, на мой взгляд, мы недостаточно вникли. Свои сомнения, как я уже говорил, разделил с главой республики, депутатами Государственной Думы,
членами Совета Федерации, представляющими нашу республику. У всех, с кем я пообщался, общее мнение. Поэтому допускаю, что мои тревоги беспочвенны. Однако одно из преимуществ долгого занятия наукой – это постоянное критическое осмысление происходящего, поиск ответов. А я более 20 лет проработал в высшей школе, учил студентов. У каждого, как и любого жителя нашей республики, будет моральное право спросить, почему я промолчал, когда нужно было отстаивать интересы республики. Я хочу объяснить, о каких интересах. Часть 1 статьи 67 дополнили такой формулировкой. На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории. Организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается указанным федеральным законом. Это не новая идея. В 1990 году Конституционная комиссия Первого съезда народных депутатов РСФСР подготовила и опубликовала для обсуждения первый проект новой Конституции. Именно в этом проекте одна из статей гласила: федеральные территории подчиняются непосредственно Российской Федерации, Российская Федерация заботится о развитии федеральных территорий, федеральные территории пользуются правом самоуправления в рамках закона. В условиях 90-х годов лидерам субъектов Федерации удалось изменить проект, способный радикально пересмотреть федеративное устройство России. Сегодня аналогичный вызов вновь в конституционной повестке. Предложение было внесено депутатом Государственной Думы Крашенинниковым и членом Совета Федерации Клишевым. Неспроста в повестке федеративного устройства территориальной организации власти продолжает обсуждаться поэтапное укрупнение субъектов Российской Федерации. Формулировка предложенного текста допускает возможность создания нового уровня органов государственного управления общей компетенции, либо даже органов государственной власти с пересмотром конституционных полномочий субъектов Российской Федерации, фундаментального пересмотра бюджетного и налогового законодательства. Формулировки текста закона о поправке таковы, что федеральным законом могут быть созданы федеральные территории абсолютно на любом участке, вне зависимости от границ субъекта Федерации. Будут ли парламенты субъектов принимать решения, противоречащие федеральному закону, основанному на обновленной Конституции Российской Федерации? А если и примут, поддержит ли Конституционный суд Российской Федерации решение регионального парламента? Совсем недавно Федеральный Конституционный суд принял диаметрально противоположное решение по отношению к Конституционному суду Ингушетии по спорным вопросам границ с Чечней. Второе, что меня тревожит, связано с защитой нашей Конституции. Внесены изменения в судебную систему. Дословно это звучит так. Судебную систему Российской Федерации составляет Конституционный суд Российской Федерации, Верховный суд Российской Федерации, федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи субъектов Российской Федерации. Забыты конституционные уставные суды субъектов Российской Федерации. Сегодня на расширенном заседании Постоянного комитета я задал вопрос, и мне ответили, что республика сохранит свой суд, это наше ведение и предмет регулирования республиканского основного закона. Тем не менее, такой ответ до конца не развеял моих сомнений. Как я понимаю, наш Конституционный суд все-таки предложили упразднить. Парламент республики, конечно, найдет, как обеспечить конституционный контроль. Если есть основной закон субъекта Федерации, то должен быть правовой механизм его охраны. Вместе с тем нужно помнить, что суд – это орган юрисдикции, основополагающий атрибут государства, каковым Республика Саха-Якутия является в силу статьи 5 Конституции Российской Федерации. Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 31 октября 1995 года по делу о толковании статьи 136 Конституции Российской Федерации закреплена правовая позиция. Она гласит: при внесении поправок в 3 и 8 главы Конституции Российской Федерации должно быть соблюдено положение статьи 134 Конституции Российской Федерации, устанавливающей круг субъектов, обладающих правом внесения предложений о поправках в Конституции Российской Федерации. Нет ни одной оговорки, исключения из правил, что отдельно взятый член Совета Федерации Клишев или депутат Государственной Думы Крашенинников могут собой подменить, соответственно, группу численностью не менее 1/5 членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы. На мой взгляд, это должно действовать на любой стадии рассмотрения закона Российской Федерации о поправке основного закона. Именно поэтому я подготовил свои предложения об обращении в Конституционный суд России. Вместе с тем понимаем,
что вопрос повестки и мои предложения – это два разных вопроса. С разными предметами и разными процедурами, в том числе внутри парламента. Суть сегодняшнего нашего заседания следующая. Закон о поправках принят Федеральным собранием. Парламент Республики принимает решение только между одобрить или не одобрить. Таким образом, мои предложения до завершения голосования 22 апреля и последующих процедур, потом вступления закона в силу, пока не имеют предмета обсуждения. Уважаемые народные депутаты, многие из вас делились своими сомнениями по поводу голосования, выбора своей позиции. Если я выразил, хотя бы частично высказал ваши аргументы, буду считать свое выступление консолидированным мнением группы народных депутатов. Уверен, что мы должны преодолеть неопределенность в понятиях федеральной территории, русский язык как язык государствообразующего народа. Коллеги, буду рад, если вы присоединитесь к разработке обращения в Конституционный суд Российской Федерации. Мое выступление у оппонентов, скорее всего, вызовет большой соблазн поставить передо мной целый ряд вопросов, от политического популизма до проявления национализма, выстоять националистам и так далее. Хочу ответить, весь мой профессиональный путь свидетельствует об обратном. Более того, будучи отцом и представителем большой интернациональной семьи, которая связана с кровными узами с русскими и представителями иных народов и народностей, я категорично отметаю даже малейшие обвинения. Если бы не отмел их, то был бы двуличным человеком. В моей семье имя Шабалиной Антонины Яковлевны, замужестве Донской уроженки деревни Сергачонки Кировской области, нашей бабушки, с оружием в руках защищавшей родину от фашистов, имеющей боевые награды, является священным. Вопрос в другом. Об этом как можно кратко изложил только что. И в заключение. Соответственно, статьей 17 Закона о статусе народного депутата Республики Саха-Якутия, каждому из нас гарантирована свобода мнения, связанная со статусом депутата. Между тем, считаю, что как председатель парламента перед своими коллегами несу ответственность и как народный депутат, и как высшее должностное лицо Государственного собрания Илтуман Республики Саха-Якутия. Благодарю вас за терпение и внимание.